Мы гордимся одной вещью. Мы сегодня можем помогать людям, и мы это делаем. Наша гордость – это те люди, которые получили помощь и услуги у нас. Наши учредители этой организации, все врачи, они объединились и начали продвигать и делать те вещи, которые государство уже не могло взять на себя по одной простой причине – это нехватки финансовых средств. Общественное объединение «Улукман-Дарыгер» было зарегистрировано 12 октября 2000 года. Основными видами деятельности являются профилактика ВИЧ-СПИДа в Иссык-Кульской и с 2016 года в Нарынской областях, а также защита прав уязвимых слоев населения. С 2001 года уже были заняты профилактикой таких социальных болезней, как ВИЧ-СПИД, туберкулез. Были созданы команды среди вузах, СУЗах. Это были студенты, молодые ребята, которые друг другу объясняли. Это прошла работа такая равный равному. То есть студенты рассказывали о путях передачи, как защититься от ВИЧ-СПИДа и туберкулеза друг другу. И это была молодежная часть нашей команды. Миссия организации – улучшение здоровья населения через обеспечение свободного доступа к медицинским и образовательным программам с целью сохранения генофонда, экологии, удовлетворения общественных потребностей в медицинских услугах, профилактика болезней и благотворительная деятельность. В 2005 году началась профилактика среди секс-работниц по ВИЧ-СПИДу. 2018 год уже мы начали работать в двух областях, в Нарынской и Иссык-Кульской области. Здесь добавилась еще уязвимая группа, такая как, знаете, лица, употребляющие инъекционные наркотики. Кроме этого, мы все эти года работали с людьми, живущими с ВИЧ-СПИДом. Там у нас самое главное, знаете, сейчас лечение – это профилактика номер один. Он не передающийся, если у него не принимает лекарства, у него получается уровень лекарства уже антител неопределяемый, и он не может передавать уже ВИЧ-СПИД другому человеку. И поэтому это такая самая большая, главная работа, да, выработать приверженность. Центр помощи и реабилитации женщин «Химая». С марта 2017 года круглосуточно функционирует Центр помощи и реабилитации женщин «Химая», созданный благодаря финансовой поддержке фонда «Сорос Кыргызстан», который приобрел помещение и передал в безвозмездное пользование общественному объединению «Улукман-Дарыгер». В 2017 году мы открыли на базе своей организации Центр защиты и помощи реабилитации «Центр Химая», где мы оказываем услуги женщинам, которые пострадали от насилия, или детям, пострадавшим от насилия. Знаете, когда случается такие насилия над детьми, страдает и мама, да, матери. То есть им некуда идти. У нас в городе нет того места, куда они могут, где они могут, такое безопасного места. Целевые группы. Одной из целевых групп общественного объединения «Улукман-Дарыгер» являются женщины, подвергшиеся насилию или оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Наш центр оказывает услуги для женщин, которые подверглись насилию домашнему или оказались в тяжелой жизненной ситуации. Мен қыздар жақта ушундай центр бар деп айтканда ошондо түшкөм. Мен турмушумда үйдөн эме отушуп жүрбөйт. Жолдошум ишти сабатчы. Балдарым да оорупчу. Үйүм жок, ошондо бияка келгем.
берді. Назві үйімдік болчу. 2 баламдын орчан. Пенсиялы. Көттен бөлөс ұмысын, ошо университетке чыгамсың. Ошо рахмат, ошо эмеге. Зачастую в центр Химая женщины попадают с малолетними детьми. Я бы хотела сказать о том, что все-таки основная наша задача – помогать людям, потому что есть очень много таких людей, которые не могут себе помочь сами, найти выход из сложившейся ситуации. И мы всеми силами, большим коллективом стараемся. Общественный защитник. В общественном объединении «Улукман Дарыгер» работает общественный защитник, который оказывает гражданам консультационную и социально-правовую поддержку, а также активно взаимодействует с государственными структурами. Мы на базе своей организации открыли. Там у нас сейчас работают также женщины, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Для них были открыты кондитерские, швейные цеха. Это за счет средств именно города. Мы выиграли государственный социальный заказ, это муниципальный, да, разыгрывалось у нас здесь, проходил тендер в городе. И на эти средства было закуплено как печь и машинки. Сегодня планируем открыть прачечную. Единственное, это такая будет прачечная, которая для у нас не студенческий город, а также он туристический. Здесь много туристов приходят. У нас нет оказания таких услуг, как прачечная, постираться, вещи постирать свои. У нас гостевых домов много. И мы хотим самообслуживающую прачечную, которая была оказывала бы услуги туристам и гостям города Каракол. И за счет этих средств мы содержали наш центр. И также там работали эти женщины, которые находятся в трудной жизненной ситуации или пострадавшие от насилия. Деятельность общественного объединения «Улукман Дарыгер» ведется с соблюдением конфиденциальности при работе с клиентами организации. И основной принцип работы – равный равному. Проходите, здесь у нас находится кондитерский цех. Это основная промышленная кондитерская печь, которую мы купили в центр для женщин благодаря госсоцзаказу, объявленному мэрией города Каракол. В основном у нас женщины выпекали самсы, булочки. И в последнее время вот у нас девочка Бермет, она делала кондитерские изделия, торты, пирожные, которые мы поставляли, и она реализовывала в городе. Общественным объединением «Улукман Дарыгер» ведется активная регулярная деятельность по повышению уровня развития и благосостояния женщин и мужчин региона, по усилению их профессионального потенциала и расширению прав и возможностей. Насилие – это самое главное, наверное, бедствие нашей страны вот за счет переходного периода. Раньше как-то боролись с этим. В советское время воспитывались, поколения были, да, комсомол, октябрята там. И у них всех правила было, нет насилия. Да. Сегодня мы в процессе перестройки забыли об этом всем. И вот в случае насилия сейчас происходит очень сильно заметно, особенно в период вот коронавируса, когда все люди сидели на карантине. И когда очень не хватает денежных средств, насилие, всплески такие большие. И мы сегодня с этим бороться должны. Если мы сегодня не будем бороться, не будем воспитывать своих детей, то завтра получим то поколение, которое будет уже само за себя не может постоять. Да? И они будут вечно, как сказать, иждивенцами. И не будут кормить ни семью, ни родителей. Сами уедут куда-нибудь, либо запьются. Да? Бюллетень «Улукман Дарыгер». С 2009 года выпускается ежемесячный бюллетень «Улукман Дарыгер» на кыргызском и русском языках о деятельности организации, о правах человека и постоянные рубрики «Консультация юриста-адвоката», о здоровом образе жизни, о репродуктивном здоровье, о гендерном равенстве. У нас в центре Химая была женщина, девушка, она сирота с двумя детьми. Она жила на автомойке,
где сразу работала и там же с детьми проживала. Никакие условия, это кошмар. Ну, представьте, это мойку, и это 21 век у нас в Караколе. Когда к нам обратилась и прошла через мэрию, мы с ней поработали, и она устроилась у нас социальным работником. Социальным работником начала за центром смотреть, оказывать услуги тем женщинам, которые оказались в такой же ситуации, обучилась. И сегодня уже она уехала на заработки в Турцию, то есть она почувствовала себя тем человеком, который может изменить себя и вокруг себя всех людей. И она решила заработать себе на дом. Вот, сейчас работает в Турции, получает минимально, наверное, $500-600. И собирается через год покупать уже жилье в городе Каракол. Ее дети все учатся, 2 дочки, 1 сын. И вот таких случаев у нас очень много. И мы гордимся, и наши достижения – это вот судьбы людей. Вот эту картину, кстати, нам нарисовал наш местный молодой человек, художник. И многие женщины ассоциируют ее с тем, что наш центр Химая – это как бы мостик из старой жизни в новую, то есть возможности.